Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Президент России Владимир Путин в своих выступлениях отмечает важность консолидации общества для успешной реализации целей развития страны. В Якутии этот год объявлен годом консолидации. О том, какую роль в этом процессе играют языки народов, населяющих нашу республику и страну, и других тонкостях перевода, мы сегодня поговорим с гостем в студии. Это кандидат филологических наук, профессор, руководитель стратегического центра переводческого образования в России при Российской академии образования, директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода Ирина Алексеева. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меняется общество, меняется международная обстановка, причем в последнее время очень стремительно, и большое внимание уделяется поддержке русского языка как языка межэтнической консолидации. Какое место здесь отводится переводчикам, переводческой деятельности, и много ли художественной литературы в последнее время, или какие тенденции с языков народов, которые населяют нашу страну, было переведено на русский язык? Конечно, время важное, и русский язык здесь очень важен. И здесь, конечно, можно вспомнить те традиции, которые у нас были в советское время, потому что нельзя терять все лучшее, что было тогда. И в данном случае переводчики играют ключевую роль. Но нельзя говорить только о художественном переводе, конечно. Надо говорить и о переводе устном, и о переводе техническом, и о переводе научном. Все это стало играть очень большую роль, потому что общество из общества информации, которая лежала где-то под спудом, превратилось в общество коммуникации. И теперь мы коммуницируем, а переводчики здесь на первом месте. Ну, ваш вопрос был о художественной литературе, давайте к ней обратно вернемся. Художественная литература с национальных языков переводится преступно мало. Вот очень мало, потому что сейчас, когда мы занялись в Российской академии образования налаживанием вот таких мостов между литературами регионов России и русской литературой, выяснилось, что во всех регионах, и Якутия здесь, я думаю, в передовых регионах, очень интересная литература современная, очень интересное наследие классическое, но переводится оно очень мало. Например, в этом году у нас, я думаю, вся страна должна праздновать столетие Тимофея Сметанина. А кто знает Тимофея Сметанина, этого уникального совершенно якутского автора? Да никто его не знает, понимаете? Потому что никто не потрудился издать в достойном виде его произведения, переводы его произведений. Вот сейчас мы готовим с Северо-Восточным университетом имени Амосова такую большую книгу билингва, и будем стремиться, в общем, эти связи налаживать и укреплять. Вот вы упомянули о том, что в национальных республиках публикуется и переводится очень мало литературы местных авторов. А с чем это связано на местах? Какие комментарии дают? Вы знаете, это не такой простой вопрос, который вы задаете. Людям кажется, что эта литература не совсем качественная, что она там какого-то второго ряда, что неправда. Да? Есть какое-то ощущение вторичности, да, своего регионального языка, и наша задача сейчас – это сблизить языки с русским через перевод, чтобы они встали на одну доску с русским языком, да, чтобы они сплотились. Вот идея, да, сплочения через сплочение языков в единый российский язык – это идея культурная, вот вы упомянули, да, о инициативе президента, это именно вот эта идея, и это можно преодолеть, понимаете, общением, это можно преодолеть переводом, изданием, чтобы книги издавались, например, в Москве, да, совместно с регионами. Вот мы этого будем добиваться, безусловно. Ну, то есть вот художественная литература, давайте о ней, которая переводится с национальных языков на русский, может стать таким консолидирующим фактором для всего российского народа. Ведь если вспомнить советское время, каждый школьник знал практически наизусть произведения очень многих авторов. Это Юрий Ртхеу, Чингис Айтматов и многие другие. Бадзе, да. То есть в этом плане есть смысл работать обязательно, да? Конечно. Конечно, это очень важное направление. Кстати говоря, мы сейчас объявляем, уже второй раз конкурс
молодые Набоковы, и еще затеваем конкурс «Молодые Айтматовы». Это конкурс тех авторов из регионов, которые пишут на русском. А будем еще, наверное, делать и конкурс переводов на самый лучший перевод. То есть имеет смысл вот эту как раз ситуацию из советской власти позаимствовать, да, и потом ее развивать. В последнее время бытует мнение, что качество русского языка стало снижаться, в том числе в силу того, что на нем говорит большое количество так называемых неносителей языка. Так ли, как обстоит ситуация в этом плане? Думаю, что не так. Думаю, что не так. Давно этим занимаюсь и думаю, что дело не так. Я недавно знакомилась с цифрами, кто сейчас владеет русским языком. По последним данным статистическим, 96,8% говорят, что они нормально, хорошо владеют русским языком. Это вся страна. Да? Конечно, у кого-то родной язык другой. Да? Но все общаются. Вот у нас есть телевидение, у нас есть другие средства коммуникации, у нас есть интернет. Это все плюс, а не минус. Да? Русский язык, ну да, он может быть иногда не по правилам используется, но вы подумайте о том, сколько людей сегодня, да, у нас пишут письма, смс-ки, там, ну то есть практикуют русский язык. Практикуют русский язык гораздо больше, в большей степени, чем раньше. Это значит, что он лучше используется, развивается, а те небольшие ошибочки, которые существуют, ну, они существуют, но тем самым язык идет вперед, шлифуется как-то. Я не думаю, что здесь есть какие-то негативные тенденции. Ну а тогда, если посмотреть в том плане, вот вы упомянули, что часто бываете и в национальных республиках в том числе, влияет ли русский язык на другие языки? На их безусловно, влияет. Безусловно, влияет. Все большие языки влияют на малые языки, то есть количество носителей русского языка гораздо больше, он влияет, есть заимствование, да? Есть некоторые интерференции, но на самом деле это очень хорошая ситуация, когда большой язык, а рядом другие малые языки, да, культуры которых тоже уважаются. Вот единственное здесь – это паритет культур и межкультурное равенство. И если это учитывать, то очень хорошо, что более крупный язык, да, дает какие-то свои, ну, я не знаю, термины, слова, какие-то свои стилистические особенности. Это нормальная совершенно ситуация. Ну, в последнее время мы часто говорим словосочетание «век глобализации». Связано ли это, что процесс развитие, процесс формирования языков может привести к появлению какого-то нового универсального языка? Вот в свое время, я помню, был язык эсперанто, так называемый международный язык. Сейчас есть 8 миллионов носителей. И возникнет ли, может быть, еще какой-то новый язык? Или наоборот, произойдет какой-то всплеск к национальным языкам? И как влияет развитие технологий в развитии именно национальных языков, русского языка? Да, это всех волнует, некоторых тревожит на самом деле. Эсперанто свою нишу занял, и, понимаете, вот такой общий язык не имеет шансов возникнуть и утвердиться, потому что любой язык совершенно живет только, если он врос в какую-то почву. Он растет вместе с культурой и живет вместе с культурой. Поэтому вне культурного, бескультурного языка, наверное, не может быть, только такие ограниченные языки, как языки компьютерные, там, искусственные. Да? Вот. А в целом, мы, конечно, идем к ситуации, когда технология обеспечит нам гораздо более простое общение между языками. Да, Google Translate может быть в каких-то ситуациях. Причем вот эти переводчики, благодаря успешному распознаванию речи, очень быстро развиваются, становятся все лучше и лучше. Но вместе с тем есть области, где этого не будет. Ну, и я это говорю не потому, что мне жалко того, что было, да, а потому что так трезво смотрю вперед и стараюсь понять, какие в моей профессии переводчика, да, которую я очень уважаю и люблю, какие сферы, да, все-таки останутся. Так вот, художественный перевод у нас останется, потому что художественный перевод – это о вечном разговор. Да? И это не просто какое-то личное мнение автора обо всем, да? Это своеобразная модель, это сценарий жизни, а нам очень интересно знакомиться с сценариями жизни. И чем их больше, да, этих сценариев,
тем богаче человечество. И если это с национального языка, да, на русский язык, пара языков здесь на самом деле не важна. Просто наша страна, Россия, да, предполагает, что у нас национальные языки и русский язык. Вот если этого много, то у нас много моделей мышления. Мы очень богаты интеллектуально. И надо обязательно бороться за то, чтобы это оставалось. Ну вот вы сказали, что вы все равно заглядываете вперед. Как, на ваш взгляд, прогноз, как будет развиваться переводческая деятельность в ближайшей перспективе и что можно и нужно сделать, чтобы этот уровень повышался? Очень закономерные оба вопроса. Во-первых, конечно, профессия переводчика, она вечная, но она самая такая динамичная, мне кажется, она сопровождает развитие человечества, и она не стоит на месте, да? И поэтому она расширяется, она на сегодня расширяется благодаря технологиям, поэтому появляется понятие локализации, может быть, вы еще не слышали. Оно возникло из перевода компьютерных игр на другие языки и адаптации к новой ситуации культуры, а теперь понимается гораздо шире локализация, как любая обработка. Да? Сейчас очень важная тема – это развитие жестового языка. Ее поддерживает эту тему и ООН, ее поддерживает и наше правительство, и появились уже программы подготовки жестовых переводчиков, например, в Московском государственном лингвистическом университете такая программа появилась. Я знаю, что в Якутии есть жестовый язык как элемент такого развития. Вот. Ну вот это новое, да, можно про новое еще говорить достаточно долго. Просто акценты меняются. Сохранится синхронный перевод, между прочим, да. И поскольку якутский язык – это региональный государственный язык, конечно, Якутии надо готовить синхронных переводчиков. Я, когда в прошлый раз здесь была, проводила мастер-класс по синхронному якутскому переводу и поняла, что это не только важно, это вот такое, ну это драйв такой, знаете, синхронный перевод – это особый вид перевода, очень динамичный. Вот. Для того, чтобы повысилось качество перевода, вот, о котором вы говорите, в регионах должны быть сделаны какие-то выводы о том, как учить этому переводу во всех его изводах, во всех его вариантах. Ирина Сергеевна, большое спасибо вам за беседу. Я желаю вам успехов. Это была программа «Актуальное интервью». На роли языка и всех тонкостях перевода мы говорили с гостем студии. Это кандидат филологических наук, профессор, руководитель стратегического центра переводческого образования в России при Российской академии образования. До встречи в эфире.